الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. Продолжаем, иншаллах, уроки по книге Масайль ва Ахкам фи шархи навакид аль-Ислам шейха Абу Аззама хафизахуллах. Мы остановились на пятом накиде. Говорит шейх, автор послания Мухаммад ибн Абдуль Вахаб алейхи рахматуллах: «Ман абгада шей'ан мимма джаа бихи ар-расул саллаллаху алейхи وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم». Тот, кто возненавидел что-либо из того, с чем пришел посланник саллаллаху алейхи вассалям, даже если он это практикует, то он становится кафиром по единогласию. И доводом является слова Всевышнего Аллаха. Это потому, что они возненавидели неспосланные Аллахом, и Аллах сделал тщетны их деяния. Шарх говорит шейх, первый рассматриваемый вопрос. Этот накил, то есть пятый накил, является из сифатов мунафиков, которые впали в большой нифак, выводящий из религии. И они всегда существовали, мунафики, со времен пророка саллаллаху алейхи вассалям, вплоть до наших времен. Но однако, когда мусульмане, то есть ислам, когда в слабом положении, они распространяют свои яды, свой куфр и выявляют свое вероотступничество. Как это ясно, как это явным образом они делают в газетах, в журналах, на теле- и радиопередачах. Однако, когда ислам усиливается и мусульмане обретают силу, они что делают? Они начинают скрывать в своих сердцах куфр и выявляют ислам. Но у этих мунафиков бывают спотыкания. Это оговорки в их речах. И эти мунафики являются самыми опасными для ислама и мусульман. И по причине этого мунафики будут в самой низшей степени ада. Далее шейх говорит: и пусть Аллах не приумножит их и проклянет их большим проклятием. Второй рассматриваемый вопрос. Ученые передали, что тот, кто возненавидел что-либо из того, с чем пришел посланник саллаллаху алейхи вассалям, становится кафиром. Из этих передач первое, то, что передал Аль-Бугути рахимахуллах. Он говорит: «Аль-иджма'у мун'акидун аля куфри ман абгада шей'ан мимма джаа бихи ар-расул саллаллаху алейхи вассалям». Состоялось единогласие на куфр того, кто возненавидел что-либо из того, с чем пришел посланник саллаллаху алейхи вассалям. И сказал Ибн Батта рахимахуллах: «Лау анна раджулян амана بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء». Если человек уверовал во все, с чем пришел посланник саллаллаху алейхи вассалям, и пришли все посланники, кроме одной вещи, то есть кроме одной вещи, он эту вещь отвергает, и по причине отвергания этой самой вещи он становится кафиром по единогласию всех ученых. Сказал Сайид Кутб рахимахуллах относительно слов Всевышнего Аллаха: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم». Это потому, что они проявили ненависть к тому, что не спаслал Аллах, и Аллах сделал тщетными их дела. Он говорит, это представление того, что в сердцах этих мунафиков, то есть этих людей, а это ненависть к тому, что не спаслал Аллах из Корана и шариата, и манхаджа, и направления. И это ненависть, которая толкает их к куфру и упорству, и препирательству. И это положение многих испорченных сердец, которые ненавидят своим естеством, своей фитрой, этот правильный манхадж, и этот манхадж сталкивается с их испорченным естеством. И люди с такими душами встречаются во все времена. И эти души начинают убегать и ненавидеть эту религию и все, что связано с ней. До такой степени, что когда они слышат лишь упоминание этой религии, они так пугаются, будто их ужалили скорпионы. И они сторонятся мест, где будет хоть какой-то намек, хоть какое-то упоминание этого, то есть упоминание Корана, шариата, манхаджа и так далее. И далее он говорит: и воздаяние за эту ненависть к тому, что не спасал Аллах, будет то, что Всевышний Аллах сделает тщетными их дела. И слово хубут, которое пришло в Коране, то есть в аяте, это когда раздуваются животы домашнего скота, то есть в языковом значении это когда раздуваются животы домашнего скота от того, что они покушали один из ядовитых видов травы, что в конце приводит к смерти и погибели этих животных. И также дела этих людей, которые возненавидели то, что не спасал Аллах, они разбухают и сжимаются, и приводят это к тому, что их дела исчезают, и они, эти люди, приходят к погибели. Далее он говорит: такова картина и конец, который соответствует положению этих людей, положению тех людей, которые возненавидели неспосланное Аллахом, и которые восторгались своими большими делами. Конец его слов. Четвертый рассматриваемый вопрос. Разница между проявлением ненависти к шариату, то есть к обряду, к самому хукму, и проявлению ненависти к
деянию, к этому делу. Первое, тот, кто возненавидел что-либо из того, с чем пришел посланник, саллаллаху алейхи вассалям, то есть, который ненавидит сам шариат, то есть сам этот хукм он ненавидит. Как те, которые ненавидят многоженство и считают, что это тирания в отношении женщины. Или тот, кто ненавидит хукм наследства, шариат наследства. Или тот, кто ненавидит то, что мужчине достается доля, равная доле двух женщин в наследстве. Или тот, кто ненавидит шариат, хукм, свидетельство двух женщин, что равняется свидетельству одному мужчине. То есть тот, кто проявляет подобную ненависть, то он становится кафиром, и он впал в накил мин навакид аль-ислам, то есть одно из действий, которое нарушает и аннулирует ислам. Второе. Кто возненавидел действие человека, но не возненавидел сам шариат, сам хукм, то это не считается из навакид аль-ислам, из тех действий, которые аннулируют ислам. Как, к примеру, женщина не хочет, ненавидит, чтобы муж женился на другой. Однако сам шариат, вот сам этот хукм, многоженство, она не ненавидит. Или, например, когда верующие не хотят войну, им неприятна война, потому что в войне есть трудности, но они к самому джихаду не проявляют ненависти, как к хукму. И поэтому Всевышний Аллах сказал: «Кутиба алейкумул киталю ва хуа курхун лякум». Было предписано вам сражение, хотя это сражение вам ненавистно. Пятый рассматриваемый вопрос. Тот, кто возненавидел что-либо из того, с чем пришел посланник, саллаллаху алейхи вассалям, даже если он это совершает, становится кафиром. Как, например, человек, который возненавидел то, что установил Аллах, в том, что мужчине достается доля, равная доле двух женщин в наследстве. Или он ненавидит 5 молитв, вот это шар. То такой становится кафиром, даже если он это практикует. И даже если человек совершает 5 молитв, но он ненавидит это, он становится кафиром. Шестой рассматриваемый вопрос. Если человек впадает в грехи, это не означает, что он проявил ненависть к шариату, к этому хукму. К примеру, если человек пьет спиртное, винные напитки и так далее, и он признает, что это является харамом, то такой является мусульманином, который совершил лишь большой грех. Но он не становится кафиром. То есть его дело мы оставляем Аллаху, и Аллах, если пожелает, накажет его, а если пожелает, простит его. И это и есть убеждение ахлю сунна.